Слезы радости и объятия одноклубников. В это пока сложно поверить. Больше 2 десятилетий «Уникс» бился за золотые медали. Больше десятка финалов, но ни одной победы. И вот исторический момент. Каждый игрок внес свой значительный вклад в борьбе за трофеи. В пятой решающей игре против «Локомотива» многое стало понятно уже в самом начале. К первой половине казанцы оторвались на 25 очков. Под оглушительную поддержку болельщиков «Уникс» одержал победу в каждой четверти. Итоговый счет 98-89 и долгожданные чемпионские перстни. Мы в этой серии много игр выиграли на последней секунде. После того, как делали большой отрыв, «Локомотив» много раз возвращался, но в этой игре мы не подпустили их близко и стали чемпионами, чему очень рады. Главным героем решающей встречи стал македонец Ненад Димитриевич, который установил личный рекорд результативности в карьере. Он набрал 34 очка и был признан лучшим игроком финала. К тренеру также особое внимание. Лига ВТБ очень сильный чемпионат. Его выигрывали «Химки», долго доминировал ЦСКА. В прошлом году победителем стал «Зенит». В конкуренции с клубами с большим бюджетом чрезвычайно сложно стать первым. Рад, что нам это удалось. Дорога к золоту была непростой. «Уникс» вышел в плей-офф со 2-го места в регулярном чемпионате. В матчах на вылет казанцы сначала одолели неуступчивую пермскую «Парму», затем прошли действующего чемпиона «Зенит» из Санкт-Петербурга. В финале казанцы хоть и начали с поражения, зато потом забрали 4 матча подряд. Сезон был очень тяжелый. Во-первых, он для меня был индивидуально самый лучший в моей карьере. И самый тяжелый, потому что играл больше всего времени и так далее. И плей-офф был невероятно тяжелый. 7 матчей в полуфинале против «Зенита», против «Локомотива». Не смотрите то, что счет 4-1. Все равно эти все 5 матчей были ужасно тяжелые. И, мы были лучше, вот и все. К награде шли больше 20 лет тернистым путем. Менялся клуб, приходили разные игроки, формировался новый коллектив. И вот он результат упорного труда. Об этом говорит президент «Уникса» Евгений Богачев. Став у руля клуба в 1998 году, он сразу превратил его из студенческой команды в топ-клуб европейского уровня. И эту победу баскетболисты одержали в год 25-летия руководства Богачева. Наш бюджет сравнительно скромный, но мы занимались селекцией очень. Хороший тренер, трудолюбивый, он практически ночевал здесь. И получилось все. Я счастлив, что Казань, Татарстан, люди с нами разделяют вот это торжество. Долгожданный баскетбол Казань взяла, заслужила, выстрадала, если хотите. Но вот эта системная работа последние года дала результат. Я поздравляю Евгения Борисовича, я поздравляю всю Казань, баскетбольную общественность Казани поздравляю. Сегодня «Уникс» доминировал, они были сегодня просто лучше, они были настроены лучше. И поддержка невероятной трибун. Невероятная поддержка была у команды весь сезон. Каждый болельщик приходил на игры «Уникса» в ожидании побед. И каждый раз команда отвечала взаимностью. За столько лет мы ни разу не могли ЦСКА обыграть, Уралгрейд. Все эти были такие моменты, когда уже близки были к чемпионату, чемпионству, но мы не могли его подать. Вот сейчас это как бы за все заслуженно как бы получается. Команда собралась, показала очень серьезный психологический настрой. Наверное, это все-таки психология. И команда победила со второго матча, начиная. Они уверенно шли к победе. Ни одну игру не пропускаю. Для меня это значит вообще этот Татарстан победил, наш любимый Татарстан. Мы за него всегда болеем и будем болеть. Сейчас команда отправляется в отпуск, затем начнется подготовка к новому сезону, задача на которой уже понятна – удержаться на вершине. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.